в Москву. Мы их сейчас вручим их награды в первую очередь. Вы знаете, я хотел до того, как пройдет вот это обучение, хотел несколько слов сказать еще, что я как бы не сказал вот с этой трибуны, а решил сказать это вот с этого места. Вот мы и там ближе к аудитории, там. Действительно, футболисты очень долго шли к этому, очень долго. Но вы знаете, есть человек, который очень много сделал для футбольного клуба «Ангушт». Очень много. Я о нем говорю не потому, что он мой родственник, не потому, что там он из Барсуков, не потому, что он в Грозненском Тереке был, видимо, один из немногих ингушей. Это человек, который очень много сделал для футбольного клуба. Человек, который переживал. Человек, который, я помню, когда работал в Астраханской области, когда футбольный клуб «Ангушт» приезжал в Астрахань, и там выходили они в первый дивизион, когда, или высший лиг, вот, Астраханский, да, в первый дивизион, и там, как бы, насколько переживал Тимур Куриев Тимур, и насколько он вот каждую игру пропускал через себя, насколько он переживал за этот коллектив, я думаю, что будет очень правильно в канун вот этих двух праздников и сказать о нем. И его тоже немалая заслуга. И я думаю, что мы найдем достойно отметить его заслуги, значит, перед республикой. Пожалуйста. За большие заслуги перед народом Республики Ингушетия в области спорта и многолетний добросовестный труд награжден орденом за заслуги Куриев Тимур Эрисханович посмертно. Награда вручается супруге Фатиме Ибрагимовне. А Фатима, дочь Ибрагима Оздоева, который написал, очень много сделал для, значит, ингушского фольклора, для словесности, для изучения языка, словарь первый, именно он первый написал. То есть это семья, значит, сын Рамис, тоже сегодня нет его с нами, значит, Ибрагима. То есть это семья, и как семья вот Куриевых, и как семья вот этих Оздоевых, значит, очень много сделала для Ингушетии, для ее, вот, чтобы они знали, и чтобы народ не забывал свои лучшие традиции, язык, обычаи, ментальность. И вот я